Слава Богу, братья и сестры. Хотел поделиться словом, которое называется «Обновление ума вашего». И давайте откроем Римлянам 12, 1-2. Прочитаем ключевые наши стихи, потому что нам каждый день нужно обновлять свой ум. Через Слово Божье, через Духа Святого Господь нас меняет. Написано Римлянам 12, 1. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Вот такие хорошие стихи Господь нам говорит через апостола Павла и говорит: «Умоляю вас, братья». Это означает, он очень сильно просит. То есть, когда человек умоляет, вы сами знаете, это не просто так просить. Он просто сильно просит, убеждает милосердием Божьим, потому что он уповает на милость Божью. Аминь. Потому что Господь наш, Он милостивый, что Он спас нас и дал нам будущность и надежду, потому что Павел очень сильно увещевает и упрашивает братьев, то есть нас, чтобы мы предоставили свои тела в жертву Господу. А как это так, себя предоставить в жертву Господу? То есть обычно мы знали, что из Ветхого Завета отдать жертву, это означает умереть, убить ее. То есть, потому что жертву всегда закололи, убивали, чтобы принести в жертву, вот так делали. Иисус говорит, Он говорит нам в другом месте: кто умрет, тот оживет. То есть мы умираем для себя. Когда приходим к Господу, мы говорим: Господь, я предоставляю Тебе полностью. Я умираю для себя, умираю для этого мира и умираю для греха. То есть я мертв. Все, грех уже не имеет власти в моей жизни, когда мы посвящаем свою жизнь Господу. А старый, ветхий наш человек, вот если вы видите, там мутно видно на кресте, он уже распят на кресте. Аминь. Потому что Писание нам говорит: вы уже сораспялись со Христом. То есть Христос распял на кресте все наши грехи, все наши болезни, проклятия, немощи. Он понес за нас на кресте. И если мы свою жизнь предоставляем Господу полностью, без остатка, то наши грехи, они сораспяты на кресте. То есть наш ветхий человек, все, он уже мертв для греха. И также мы, как мы сораспялись со Христом, также мы, написано, совоскресли, воскресли для Господа, для новой жизни. Аминь. И когда мы представляем наше тело в жертву живую Господу, мы посвящаем себя полностью Господу. То есть посвященный означает святой. То есть мы читали с вами в жертву святую. И это означает отделенный для Господа. То есть мы отделяем себя от этого мира, отделяем от греха и отдаем себя Господу полностью. И написано, это значит, как Бог может пользоваться нами, как живыми камнями, в другом написано, как сосудами в Доме Божьем, то есть для созидания тела Христова. Поэтому, когда мы крестились водой, помним, как мы крестились водой? Пастор нас окунает в воду, это прообраз смерти, как будто мы погребены. И когда с воды вытаскивает, это значит, мы совоскресли со Христом для новой жизни, чтобы служить Господу. Аминь. То есть полностью посвятили себя Господу. И даже когда некоторые говорят: пастор, быстрее, вода холодная, и даже не запоминают те слова, которые Господу сказал, что Он полностью всю жизнь свою обещал служить Ему, всю свою жизнь. Аминь. То есть полностью мы посвящаем себя Господу. Поэтому мы искуплены, написано, драгоценной кровью Иисуса. Мы уже искуплены для Господа. И это есть жертва живая, святая. Мы можем, то есть мы живые, мы же двигаемся. То есть нас не закололи, но мы, когда крестились водой,
мы умерли для греха. Но мы сейчас живые для Господа, чтобы делать дела Божьи, чтобы быть полезными в теле Христа. И вот как в Ветхом Завете мы же говорили, что жертву закололи. То есть, когда заколаешь, она все уже мертвая. Кровь вытекла, все, мертвая. А мы живы для Бога. То есть наш Бог, Он есть Бог живых. Аминь. Кто читал это? Что Бог Он Бог живых, а не мертвых. И как рабы Христовы мы можем исполнять Его волю. То есть теперь уже у нас нет своей воли. Пойду узнаю свою волю, да? И читаю Писание, как там написано воля Божья. И мы читали с вами: жертва благоугодная Богу. Это означает, что угодная на добрые дела, на труд любви. То есть мы не предназначены уже для злых дел, потому что наш Бог, Он благой. Аминь. Благой – это означает добрый. И Он свои орудия, вот, мы орудия Его, Он применяет только для добра. Аминь. Чтобы спасать других людей. И один случай вспомнил, когда один известный проповедник, Вигглсворт его звали, он плыл на пароходе в Австралию, то есть это далекий же путь, и он там такое, благодаря Вигглсворду, было такое сильное присутствие Божье, то есть Дух Святой просто накрывал людей, когда они там развлекались, пили, курили, там, то есть грешили, карты играли. Такое присутствие Божье пришло, что почти весь пароход покаялся. Они спрашивают его: Вигглсворт, что нам делать, чтобы спастись? Он говорит: покайтесь все во имя Иисуса. И потом они, говорят, начали задавать вопросы ему: а курить можно? А он говорит: можно, если Дух Святой разрешит. И они такие потом приходят к нему: мы не можем курить. Почему? Уже неохота. То есть Дух Святой так сильно обновил этих людей, что дал рождение свыше, и они покаялись. В общем, они уже не могут делать злые дела. Вот как мы сейчас вот размышляли. То есть наше уже тело предназначено Господу на святые дела, аминь, на добрые дела, на труд любви. То есть мы уже не можем курить и не грешить, потому что уже неохота. Господь Духом Святым, Он меняет нас изнутри. То есть мы уже новое творение во Христе Иисусе. И мы читали с вами: для разумного служения вашего. Это означает, Бог нам дал духа не боязни, но мы читаем духа силы, любви и целомудрия, что означает благоразумие, здравомыслие. То есть чтобы мы не просто так что-то делали, там, не знаю, что попало, а наоборот, для разумного служения вашего, то есть для созидания тела Христова, то есть чтобы ты был полезен в теле Христа, не просто так Бог тебя спас. И 1 Петра 2,5 написано, тоже хороший такой стих, мне понравился. И вчера мы там в чате размышляли. И написано 1 Петра 2,5. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Благоразумное служение. Вот как раз это то служение, когда созидается дом духовный, то есть строим дом духовный. Это означает тело Христа. Мы как живые камни из себя устрояем этот дом духовный. Это образное выражение, да, братья и сестры? То есть священство святое. Это означает отделенное для Господа. То есть мы теперь, как живые камни, мы строим этот дом духовный. Потому что Бог, когда придет, Он не спасет это здание. Он спасет дом духовный. Это мы, храм Духа Святого. Мы как живые камни, как тело Христа. И любое служение в Доме Божьем, которое созидает, которое строит тело Христа, вот такие жертвы, они, написано, благоугодные Богу Иисусом Христом. И мы дальше читали с вами. «И не сообразуйтесь с веком сим». Это означает не быть похожим на этот мир, не дружить с этим миром, то есть не соответствовать этому миру и не брать с них пример. Аминь. То есть для нас уже есть пример. Для нас пример Иисус, который здесь прожил свою жизнь,
и полностью исполнил все Слово Божие, которое было для него, и он показал нам пример. И Бог вот сравнивает, когда не сообразуйтесь с веком сим, Бог это сравнивает с грехом блуда, когда уже верующий человек начинает дружить с этим миром, сообразовываться, брать пример с этого мира. Иакова 4:4 написано: «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом этому миру, тот становится врагом Богу», написано. То есть воля Божья для нас – это освящение, то есть по-другому посвящение себя Господу. То есть чтобы мы воздерживались от всего, что в этом мире есть. А в этом мире мы знаем похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. То есть, чтобы мы воздерживались от этого. Если верующий человек руководствуется вот этими похотями, этими мотивами к действию, и что-то делает из-за этих похотей, то есть это не есть воля Божья. То есть Бог говорит нам: не сообразуйтесь, а наоборот, преобразуйтесь обновлением ума вашего. Это означает полностью обновить свой ум по Слову Божьему. То есть, когда человек, когда мы читаем Слово Божье, слушаем Слово Божье, читаем его, и Дух Святой нам еще внутри открывает его, укрепляет нас, вот тогда мы преобразуемся обновлением ума нашего, чтобы никаких старых твердынь не осталось, никаких греховных каких-то вещей, старых мыслей не осталось в нашем разуме. Аминь. Если мы уже мыслим категории Слова Божьего. То есть, что Слово Божье говорит. И у нас уже мысли новые. Аминь. Мы уже на любую ситуацию смотрим с точки зрения Слова Божьего. С глазами Иисуса смотрим. Вот это и есть обновление ума нашего. Колоссянам 3:8-10 написано: «А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его». Совлекшись – это означает снять с себя ветхого человека. Совлечься, то есть отречься от него. «И облегшись в нового, который обновляется в познание по образу создавшего его». Нам нужно отложить все старое, то есть все, что разрушало нашу жизнь, и скинуть с себя этого ветхого человека, как скафандр, да, вот снимает. Видели, как скафандр? И выкинуть, все. Старое все прошло, теперь все новое. Всякие там фильмы, книги, привычки свои старые, круг общения, то есть мысли. Я уже не говорю о грехах, в которых мы уже покаялись. То есть все старое прошло. Апостол Павел говорит: теперь все новое. Аминь. И делать уже... То есть мы начинаем думать, как Иисус, говорить, как Иисус, и делать все, как Иисус делал. Он для нас пример. То есть по Слову Божьему преобразовать свой ум. А как мы можем достичь этого? Мы можем обновить свой ум через познание, написано, воли Божьей. А вся воля Божья, где написано? У кого есть Библия? Вся воля Божья написана в Слове Божьем, которое мы каждый день, надеюсь, читаем, да, братья и сестры? Кто читал Библию? О, смотри, все почти читали. Это означает, когда человек может сказать: на все воля Божья. Да, знаете таких людей? Они говорят: я ничего не буду делать, на все воля Божья. Это означает пустить все на самотек. То есть в твоей жизни ты как будто плывешь по течению, и ничего, тебя уже все. На все воля Божья. Что произойдет, то произойдет, люди говорят, да? Но Бог нам говорит: познавайте, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. То есть на каждое обстоятельство у Бога есть своя воля, и Он с нами будет говорить через свое слово. Он будет нам объяснять, в каких обстоятельствах, как действовать нам. То есть написано, например, кто злостраждет, пусть молится. Аминь. Вот простой пример. Ты страдаешь, там какие-то страдания у тебя, плохо на душе.
что нужно делать? Молиться Господу, общаться с Ним. Весел ли кто? Пусть поет, как мы сейчас и пели, радовались, да, вместе? Болен ли кто? Пусть призовет пресвитеров, помолятся за тебя во имя Иисуса, и будешь здоров. Если требует кто-то у тебя отчета, написано, что нужно сделать? С кротостью дать отчет о своей вере, просто рассказать про Иисуса, что Бог сделал в моей жизни и так далее, братья и сестры. На каждую ситуацию у нас есть слово от Господа, что нам делать, как нам делать. И чем больше мы познаем волю Божью через это слово, тем больше обновляется наш ум. Таким образом, мы преобразуемся обновлением ума нашего и становимся похожими на Христа. А Он, как мы знаем, есть Слово Божье. Мы говорим «Христос», через черточку Слово Божье. Есть истина и жизнь. То есть это и есть наш Иисус. То есть вот это Слово, оно воплощается в нашей жизни. То есть Слово стало плотью. Аминь. Слово воплощается в нашей жизни, когда мы начинаем его исполнять. То есть поступать по Слову. Иисус сказал, по плодам их узнаете их. Вот когда мы свидетельствуем людям о Христе, да, мы говорим им о Христе, у нас два аргумента есть. Слово Божье и есть дела. То есть мы говорим человеку Слово Божье, и он не верит нам. Да? Часто бывало такое у вас? Не верит человек. Но есть еще дела, то есть которые Бог сделал в моей жизни. И мы говорим, вот Бог во мне изменил вот это, вот это, вот это. То есть это дела. Мы говорим сначала о Боге. И Слово Божье, оно тоже богодухновенно. Оно все равно касается других людей. Оно написано, Слово Божье, как меч, оно разделяет духовное, душевное. Оно касается, как семя, оно впадает в сердце человека. И вот дела, они гораздо весомее. Иисус, Иоанна 10:37 написано, «Если я не творю дело Отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим», Иисус говорит, «чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем». То есть вот я, живое свидетельство, стою перед вами, что Отец мой Небесный сделал во мне. Аминь. Я вам говорил, всю Библию рассказал, и вы не верите. Но вы верьте, что вот я был такой, а теперь я другой. Теперь я уже воскресший для Христа, новое творение. Аминь. И я желаю каждому из нас, братья и сестры, преобразоваться обновлением ума вашего. То есть говорить Слово Божие, говорить Евангелие, свидетельствовать о Христе, исповедовать Слово Божие в свою жизнь и в жизнь своих родных, близких. То есть это Слово Божие, оно меняет жизнь человека. И исполнять Его Слово. Матфея 10:8 написано, «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром отдавайте». И быстренько еще один пример. Марка 16:18 написано, «Будут брать змей, и если смертоносное, что выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». То есть это всего лишь два примера, братья и сестры, как нам нужно действовать в этом мире. Но еще очень много слова, вот каждый из вас знает, что Бог говорит. Аминь. Поэтому нам просто нужно это исполнять. Бог говорит, возложите руки на больных. Возлагайте, не бойтесь. Бог стоит за своим словом. Он исполняет, не мы исполняем, но Бог это все исполняет. И Марка 16:18, это я уже прочитал. И только вот эти два маленьких примера. И все, что Иисус сказал нам в своем слове, нужно исполнять. Аминь. Через это Слово Божье начнет оно воплощаться в нашей жизни. Будьте благословенны.